В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкушара. Здравствуйте. В столице прошел 6-й внеочередной съезд республиканской политической партии Амцахара. На съезд было избрано 1050 делегатов, зарегистрировано 1030. Присутствовали представители различных общественных организаций республики. Делегаты съезда внесли изменения в устав партии. Вместо 3 сопредседателей партию теперь будет возглавлять 1 председатель. Делегаты съезда единогласно избрали председателем политической партии Амцахара Алхаса Квицения. Заместителями председателя партии избраны Рамаз Джопуа и Беслан Гумба. Делегаты съезда проголосовали за проект программы об основных направлениях развития государственности и экономики Абхазии. Другие подробности в материале Ренаты Шакая. На съезде был представлен проект программы партии, одним из авторов которого является член Политсовета Андрей Джергени. По его словам, программа «Основные направления развития государственности Абхазии» насчитывает 50 страниц. В своем докладе председатель республиканской политической партии Амцахара Алхас Квицения отметил, что у главы государства нет никакого стремления к внутриполитическому диалогу с оппонентами. Избирателям обещали кардинальные немедленные реформы. Клятвенно обещали ощутить счастливые перемены буквально на 2-й день. Но прошло больше года. А мы не видим выполнения обещаний. Но видим, что нет и в помине никакой реформы системы власти. На 6-м внеочередном съезде оппозиционной партии Амцахара, проходившем на стадионе «Динамо», присутствовало более 2000 человек. Обсуждалась общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в стране. По словам выступавших, в стране отсутствует динамика в развитии двусторонних абхазо-российских отношений, ухудшение криминогенной ситуации в стране. В своем выступлении Асламбжани отметил, что с учетом изложенного во избежание обострения ситуации выхода из острого политического кризиса считает целесообразным решение об отставке президента и назначение новых выборов. Наше мнение едино и в том, что действующая власть не способна изменить ситуацию к лучшему. Речь идет об отсутствии у властей конкретной программы действий, следуя которой можно в перспективе вывести страну из глубокого кризиса. Участники съезда приняли резолюцию, в которой выразили недоверие Раулю Хаджимба как президенту и потребовали его немедленной отставки. Также они призвали парламент страны назначить новые выборы президента. Рената Шакая, Алексей Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Параллельно со съездом Амцахара на Театральной площади в Сухуме проходил митинг общественной организации ветеранов войны Аруа. В нем приняли участие несколько тысяч человек, сторонников действующей власти. Здесь звучали лозунги о необходимости консолидации всего общества. Сария Смыр с подробностями. Сторонники политики действующего президента Рауля Хаджимба высказывали свое мнение по поводу сложившейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране. По их словам, за период президентства Рауля Хаджимба в стране многое изменилось в лучшую сторону. В частности, говорилось об улучшении ситуации в области финансовой дисциплины, образования, туризма, культуры, медицины. Также отмечалось, что в интересах развития страны необходимо привлечение перспективной молодежи. Все, кто здесь присутствовал, уверяли, призывы оппозиции к отставке руководства страны не обоснованы. Они уверены, что существующие противоречия в стране следует решать в рамках закона. Сария Смыр, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. По окончании митинга Аруа его участники направились к администрации президента. Туда же направились делегаты со съезда Амцахара с резолюцией. После их встречи с Раулем Хаджимба к митингующим вышли руководители страны во главе с президентом. Вице-спикер парламента Даур Аршпа зачитал требования Амцахара, которые участники митинга признали неприемлемыми. Резолюция 6-го внеочередного съезда политической партии Амцахара.
Съезд политической партии Амцахара, заслушав выступление председателя партии Квицине, делегатов съезда, а также приглашенных руководителей общественных организаций, входящих в блок оппозиционных сил Абхазии, посвященный сложившейся социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, учитывая, что требования резолюции предыдущего съезда партии Амцахара и принятых заявлений были проигнорированы руководством республики по всем пунктам, президентом не проявлена реальная готовность к диалогу с оппозиционными силами, съезд Амцахара подтверждает выводы предыдущего съезда и считает, что первое, признать руководство Республики Абхазия антинародным, неспособным и не желающим достижения национального согласия и полноценного развития абхазского государства. Выразить недоверие Хаджимба как президенту Республики Абхазии и требовать от него немедленной отставки. В случае, если Хаджимба не примет решение о собственной отставке, в ближайшие дни с блоком оппозиционных сил мы объявим о народном сходе. Уядаги Брахам Таго по парламентах Ябхара Арцот, нас депутат Свихадерцот, Алхрак Рымшчец Яхарц, президент и Ушко Ништайцочтак. Нас вы, яха Айзера, имя просто зиридургула зоб, губк, нас хаважла рабсликун, хаважла рус и зырбхати. Яха Браэла гула заги, ак гулара квахан, хамта квахан, убриез кнахарги, а резолюция хадахкулы. Затем перед собравшимися у администрации президента была зачитана резолюция митинга Аруа, которая была единогласно одобрена. Апсна Ахвенткар Хадан, Рауль Хаджимба, имя Пиго курс, Адгул Резказ, Ауажлара Пейзара резолюция. Айзар Яла Хузес Гварти, Шоксыка Юнецкала и Шаларшу, а финанс, экономика, Лейшауа, а Ахвенткар бюджет Яла Нагало Шахт Покырза Рейзер Хара, банк система же Айтакраква. Яр пшупи мачимка Ахвенткар Ашахтка Чизра Хоза на плаква структура. Ай Хабара Юнецка Диалшара Курыла Ашарея Чуб Хазиго бюджет Усуица Изер Хаурола Фахо. Ахвенткар Хадари Напкарала имя Пысвит Яй Вашксазбе бюджет Юн Пинарзина Пшурыла Аштухра. На паркоп такуам тирм шо за кредитку рарханхра. Яруба сайх заракуи барт пихопа ус барта кор системача. Уезд на парламент яднаклет юни физакван или цамку. А уса уэта конституция реформа кор захайлак. Уялу пею пшма политика там чираквар хатарнакча. А вчера комачим куялр шоп ашах закон псарарчацрача. От цара дыррача, гобзерахчерача, турист индустрияча, культура пеймадара кваргана хала. А щечабзе квакацоп, ачарье, а спорт и русхкача. Апсна, ачера, пхагабия стратегия, аша кваргула разынулась щебзе, лауса войта венткарра хадайчиху, а стратегия цара кварцентр. И хуахойт апсна венткарра и урспилы реюзера пейзага заашаква. А шлым харарымоп, а фаандыр спиха диаспоры, инхоз Кавказпи, айзага заашаква проблемаква. Хава ажларик тургула цара хасабр зуна. Айзараду якнацой такпи. А партия квей, айчкара квей, агва имя пысаз рейзера, адгылойт, а хунткарра хадарауль, чумкой по хаджимба имя пиго, юныцхат едныха пия политика. Абснарабха пия хада Владислав Арзенба, жвасхырч тейцез, и хепшим, абсо хунткара аргулара ашка акурс. Альбепи. Ицегер Уахаро Бацкиро Кверчагона, Авенткара Чимя Песуакпара, Ярпшхаро Бавайжлор резонанс Гозмович Рака, Егертачкиро, коррупция Тусква, Ялор Шахаров, Рнапиено Усачи, Яхто, так Кукрус Замрвши за Зилкчера Туспарта Горкадр Пилазар Арчуцра,
ажәлар лапҿабеи рбартә ицәыргахароуп апаспортизациа аганахьала азакәан ахархәашьа шымҩаԥысуа. Адгылара аҭатәуп Аԥсны аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапхгарала акоррупциа аҿагыланы имҩаԥысуа аусура. Аԥсны инхо ажәлар ракзаара рыӷәӷәаразын иԥшаахароуп еиуеиԥшым амҩақәа, аформақәа иааиԥмырҟьаӡакәа хра злоу диалог амҩаԥгаларазы ихадароу аполитикатә мчрақәа зегьы рыбжьара. Шьаҭанкыла ирыӷәӷәахароуп аҩныҵҟатәи адәныҟатәи аинформациатә политика. Иаалыршахароуп аусмҩаԥгатәқәа ркомплекс аҳәынҭқарратә бызшәа азакәан инақәыршәаны, уи ԥхьаҟа рҿиаразын, амҽхак арҭбааразын. Аԥсны аиҳабыра ирылшо зегь ҟарҵароуп ақыҭақәа рсоциалтә економикатә инфраструктура аиҭашьақәа ргыларазын. Иҵегь адгылара иуроуп Аԥснытәылахьчаратә мчхара рыӷәӷәаразын имҩаԥысуа аусура. Аҳәынҭқарра априоритетқәа рҿы аҭыԥ хада шамац иамазароуп аҳәаанырцәтәи ҳадиаспореи Нхыҵ-Кавкази ҳара иҳаимадара перспектива. Аԥсны жәлар реизара апарламенти аминистрцәа реилазаара ихылаԥшра ҷыда арҭароуп аҳәынҭқарратә демографиатә программа ҷыда аус адулара. Иҵегь амҽхак ҭбаахароуп Аԥсни Урыстәылатәи Афедерациа реизыҟазаашьақәа рҿиараҿы адипломатиатә, арратә политикатә, асоциалтә економикатә, аҭҵаара дырратә, атехникатә, акультуратә аратә хырхарҭақәа рыла. Ақалақь Аҟәа, ҩнызқь жәохә-шықәса ижьҭаара ижәеик. Перед собравшимися у администрации президента выступили Рауль Хаджимба и другие руководители страны. Аҩныҵҟала аҳәынҭқарра аргылара зегь рыла иҳагыз иҳабзаз акыр шықәса аамҭа кьаҿкала зегьы ырманшәаланы иҟаҳҵоит ҳәа аншәаҳҳәазҭгьы уи мцхон. Аха акызаҵәык агәра шәсыргоит. Шықәсык аҩныҵҟа знык иадамзаргьы, знык акәзаргьы шәсымжьеит. Усура ҳазҿу иашарыла ҳазнеиуеит. Иаҳҭахуп ҳәынҭқарра шьақәгыларц, иаҳҭахуп ҳәынҭқарра ахаҿԥшра амазарц, иаҳҭахуп ҳәынҭқарра даҽакала иазныҟәо иҟалартә еиԥш иҳацәажәогьы. Иаҳҭахуп ҳаԥсуара мыӡырц. Абриаҟара зегьы џьабаа баны, абриаҟара зегьы шьаарҵәыра ҳагәылсны, аҭоурых зегьы акыр шықәса, зқьы шықәсала ҳагәылсны иахьанӡа ҳанааих, иалҳмыршароуп ҳәынҭқарра арацәыӡра. Иахьа аиаша зыҳәан изгәаԥхо ауп, изгәамԥхо ыҟоуп ҳазҿу аусқәа. Аха уи иаанагаӡом ҳусқәа иахьа ҳажәлар ирыхәо ҳәан ҳазҿу, шәарҭ ишәыԥхьаӡо ҳажәлар иахәҭоуп ҳәан ҳазҿу. Нкажьны еиҭах даҽа џьоукы акыр шықәса дара рхатәы интересқәа изышьҭази, уаҵәгьы еиҭах убри амҩа иқәланы ус ахымҩаԥгара ҳәынҭқарра азыҳәан илҵшәадахоит. Аиаша азыҳәан еиҭах исҳәоит, ҳазхьымӡаз даараӡа ирацәоуп. Иԥсыҽуп макьана ҳкадртә политика, иԥсыҽуп макьана ҳарҭ ҳҭагылазаашьа аекономика аганахьала. Аха сынтәа зегь раԥхьаӡа ҳажәлар еилыркаартә еиԥш иҟаҳҵеит. Ҳара ишҳамоу ҳхатәы ресурсқәа, ҳара ишҳамоу иахьа аҭагылазаашьа ҳәынҭқарра ҳаргылартә еиԥш, ишҳамоу амал уаҩҵас ҳара аҳәынҭқаррахь, абиуџьетахь иҭагало ҳҿынаҳхар, ҳәынҭқарра алҵшәа уаҵәы даҽакала ишыҟало агәра шәгартә еиԥш иахьа иҟоуп аҭагылазаашьа. Иашоуп, иахьа ԥыҭҩык иқәгыланы ирҳәо Урыстәыла ҳара иҳаизыҟазаашьа иахцәажәоит. Аха ианахцәажәо ус рҳәоит, ицәгьахеит ҳҭагылазаашьа ҳәан, иахьатәи аиҳабыра иҟоу рыла ҳәан. Мап, агәра шәсыргоит, акымзаракы ицәгьахаз ҳәа акаҟаӡам. Аха ҳара иаҳҭаху ҳааҟәымҵакәан ҳазҿу аҳәара, ҳажәларгьы, ҳәынҭқаррагьы, ишҳәынҭқаррогьы рдыруазароуп иҳацәажәо дызусҭазаалакгьы. Иахьа ҳарҭ ианакәызаалакгьы ҳаиԥыларақәа рҿы
Джарам зерджерей хамхац. Урыстула хтахын. Урыстула дачакала хазнукотхон. Урыстула хацхраует. Ихарцаз маджцам. Ибзездзан ибдырует. Акыршукса ирхауа запара. Хюнткарра. Ахачпша дачакала арцар пивша тагыла заашаан. Уи нухалак. Избам пхооб. Инейчу урпшва. Ашукс сантаби. Ажахапи ашукси. Ажахапи ашуксан. Апсны. Абартацухтан пи ашукска заградскис. Урыстулан би апара яхаяла нагале. Нас ярахарахаду бюджет. Убысхан би аамта зухан. Апара яла нагалоз. Авал шахт парых войца синея пивш иззыканле. Ханиве 5% хоть 15 опа бюджета ан яла нагала за пара. Ярбаза анпи. Нас яха копейка пара хмуд жагван. Иззадзом. Копейка пара хмуд жагван абрди экономика изкыз. Избанак бжар ихоп айп карапа. Уи хахала мацар яхым казет. Хари яшыр рылу ик харгылет абарта усквам ябгазарц. Хавиларакын зейнадзартыпш яйва парапа. Аха аурс хюнткарра яхеу пранзаги ауалафахуе харто. Яхартар пепш яхатагыла зааща аззе. Магяна уртапара курыла магяна хахбар пепш хайве. Аха хара хюнткарра яхаргыло. Яра аурса хюнткарраги ирбар пепш яхцаро. Есымша Хнапы нарымцакуа. Ариашпара курла хкыну кухкотхан нарахо. Акырамта ус дергиру дзом. Иртахуп ихарто параква лцшаны хахзухан иқаларц. Ишо алограф сыргоид. Издахым яха. Яцпи айхшараква иқаза параква. Вах ятах рчлудл дуркурцу ятрой. Рбито. Ялдзум. Аграф сыргоид. Сыпсги схуцраквазик зло, а бляхенткарре и сылшонаца, а конституция злахоала, а зевпи ашуксынза, а с гибияным гадже раскатный стоп. Схор сырхот в чапхе. Избанак сыбраганы яха ейхау усқадзам дезуста залаги ижлар аницнуко. Сергей истухако абриф гурагара и пхастам харц. Дорогие мои друзья, дорогие мои граждане Абхазии, я еще раз вам благодарен за то стояние, которое вы сегодня здесь организовали и говорите о тех проблемах, которые стоят перед нашим народом. Да, действительно, есть определенные мысли у некоторой части нашего общества. Они не приемлют то, что происходит в нашей стране. Но это не говорит о том, что им запрещено думать. Мы сегодня впервые говорим о том, что есть возможность у людей говорить. И пусть говорят во всеуслышание. Народ сам разберется, кто прав, а кто нет. Телевидение наше должно, и мы с первого дня об этом говорим, показывать разность мнений. И оно будет это делать, и впредь. Но люди должны знать, что просто так мне захотелось, или кому-то захотелось, или группе людей захотелось менять ситуацию, так как им считается возможным, не будет. Я хочу, чтобы вы знали, долгие годы после нашего признания, а это тоже не маленький срок, за это время произошло очень многое в маленькой нашей стране, но мы получили существенную российскую финансовую помощь. И эта помощь многое что изменила в облике нашего государства. Но хотелось бы, чтобы дальше мы могли бы тоже влиять на эти процессы. Мы должны создавать условия для того, чтобы государство имело бы свои средства,
свои производства, и чтобы мы могли содержать те детские сады, школы, которые построены на российские деньги. Мы должны это создавать. Мы должны обеспечивать нашу будущую жизнь. А получается, что мы хотим все время получать финансовую помощь из России, но при этом здесь ничего особого не делать. Не получится это у нас. Мы должны понимать, что у государства, такого как мы, должен быть большой стратегический партнер. И этим партнером является Россия. Никто не говорит, как это сегодня озвучивалось, до этого говорилось, о том, что мы чуть ли не создали ситуацию, когда Россия не понимает, что делается в Абхазии. Все прекрасно, все понимают. Мы хотим сохранить свое лицо. Мы хотим создать условия для того, чтобы работали все институты. Тем более в той сложной ситуации, в которой находится мир, не только сама Абхазия. Вокруг, посмотрите, что творится. Сможем ли мы выдержать весь этот напор? Конечно, мы одни этого не выдержим. У нас, еще раз хочу заметить, есть друг, есть страна, которая была с нами даже в самые трудные времена. Русский народ. Несмотря что политическая ситуация той России была совершенно другой. И еще раз обращаюсь к вам и хочу, чтобы вы знали. Я верен той клятве, которую я дал во время инаугурации. Я не могу обмануть свой народ. И я буду делать все для того, чтобы наша жизнь с вами улучшилась бы хоть на чуточку. А мы это сможем сделать, когда мы все вместе будем как один кулак. И не сомневаюсь, это хотят все наши люди. И мы это сделаем. И у меня есть тот конституционный срок до 2019 года. Я его выдержу вместе с вами. А там жизнь покажет. Спасибо вам. Еще долго после митинга люди не расходились, выражая свое возмущение требованиями оппозиции. Вы думаете, какие мысли у вас, что ощущаете по поводу того, насколько это все справедливо, насколько это все правильно? Это все просто неприятно, и люди устали. Двигача видео мне, например, неприятно, хочется спокойно жить, войну прошли, все хорошо, красиво. И хотелось беспокойно, конечно же. Насчет политики я особо так не блестящий, но, по-моему, тем более я знаю с детства президента из одного города. И какого склада он человек, я знаю. Он и не украдет, чистый человек. Оснований нету никаких. У меня такие мысли приходят, что некоторым приходится долги свои, которые они имеют, платить, наверное, боятся, что президент потребует, чтобы это не платить, забаламутить надо, чтобы у нас ничего не получалось. А так, вот как предыдущий брат говорил, что мы его знаем, мы знаем одно единственное, уверены в чем, что он никого не обманет. И не имеет основания требовать год. Мы, если даже хотя бы он свой срок отработал бы, если ничего не сделал бы, там бы посмотрели бы. Ну, как мы, разбитого корита прийти за год государство сделать, это, я не думаю, нереально. Они просто торопятся. Они желаемое за действительно выдают, мой взгляд. Человек год работает, старается, чтобы в стране был порядок. Чтобы страна все-таки на самом деле не все время как проситель была. Мы все время говорим, стратегический партнер Россия, но все время к России ходить за деньгами, когда можно здесь. Вот он старается, те оппоненты, это наши братья, наши однополчане. Но у них еще другое мышление. Там, может, есть кто обиделся, что не дали им дальше кушать. Я прямо говорю, а что здесь такого? Кушать не дали дальше. Ну, аргументированно, пусть придут, скажут, что Хаджимба что плохое сделал. Сейчас Хаджимба мне дом не построил, Америку не открыл. Но старается для государства что-то сделать, для своего народа. А то мы привыкли вот за эти 10 лет
То туда, то сюда, и все так не получается. Вот ведет свой курс. Вот у него срок есть до 2019 года. Вот спокойно он будет работать. И вот тогда можно, через 2 года можно, или через 3 можно спросить, что ты. А через год они 20 лет почти сидели. Там же можно у кое-кого там, которые с пеной во рту не выступали, женского пола, не хочу говорить кто. У нее можно спросить, вот она вице-спикером была. Что, не знала, какие документы, что-то подписывается? Не надо грязью лить вот это. Он начал работать, поспорим. Народ ему доверил. Выборы были. На выборах все сказали наблюдатели, что выиграл Хаджимба. Вот дадим ему возможность, чтобы он работал и все. Вот что я могу сказать. Это так, немножко, да, ошибок, чтобы не было ни у кого, такое не бывает. Но человек работает, хочет. Когда человек работает, ошибки тоже бывают. Но это не комплексные ошибки. Все будет нормально. Просто жить надо и свою страну любить надо, а не кушать только в один карман. Вот это все. Нету никакого основания. Надо дать время президенту поработать. Он еще все свои, я думаю, возможности не использовал, я думаю. Без российской помощи сегодня год протянуть на собственных средствах, я думаю, это нормально. А с деньгами любой умный был бы, когда деньги вливались сюда миллиардами, и за счет кого-то жить, это любой смог бы. А сегодня этого нету, надо своими силами выходить и не надеяться на то, что завтра кто-то даст, а строить свою экономику и нормальное государство. По каждому поводу собираться не стоит. Я не знаю, мы именно объединяемся, когда нам плохо, не знаю, вообще угроза какая-то, но мы, по-моему, не в лучшей ситуации сегодня находимся. Не знаю, весь мир воюет, рядом война, Сирия тоже не так далеко, и вполне возможно, что, не знаю, мы 100 тысяч коренного населения абхазского, которое 100, наверное, нету, нельзя разделяться, надо быть едиными, как общий враг у нас есть, который до сих пор в любой момент может тоже себя проявить, и нам расслабляться нельзя. Мы должны быть единым народом, единым организмом. С одной стороны, справедливость, им кажется, такой. У нас, с другой, справедливость такая. Насколько вот эмоции могут перейти какую-то грань, как вы думаете? Не знаю, это просто конец нашего государства будет, если что-то мы допустим такое, уже какие-то действия. В этой маленькой Абхазии каждый год президента мы же не можем менять. И что они хотят предъявить президенту, просто серьезных оснований нету на сегодня, и никто их не видит, нормальный любой человек. Эмоции, то, что есть сегодня с оппозицией, они имеют право высказать, как вот митинг создать, что оппозиция она должна быть, и имеют право сказать, но оснований таких нету. А так они высказывают, это, конечно, оппозиция должна быть, и всегда это наоборот лучше для правительства, чтобы они знали, какие-то ошибки, если есть, то они будут исправляться, если оппозиция будет хорошо работать. А так сегодня собирать народ, митинговать и штурмовать или что-то, это исключается просто. Это каждый абхазец, который любит свою страну, это понимает. Я считаю, что это неправильно. Мы никуда не собираемся. За нашего президента мы жизнь отдадим. Мы никуда не отойдем. Посмотрим, как они что решили, как сделают. Люди хотят работать. Люди хотят жить. Пускай дадут. Пускай не мешают это. Переживания какие испытываем? Мы испытываем такие переживания, чтобы в Абхазии не было подобных ситуаций, чтобы все поняли и объединились. Когда мы будем все вместе, когда мы будем сильными, никто нас не сломит. Мы должны создавать государство, а не вахасаха по-абхазски. Я нахожусь здесь, потому что в первую очередь чувствую, что он патриот. И не было еще такого, чтобы за год кто-то построил государство ровно так, как хотят его оппоненты. Такого не бывает. Подождем, увидим. Все идет пока так, как должно идти.
Уважаемые телезрители, после выпуска новостей смотрите в прямом эфире программу «Открытый вопрос». Гости нашей студии – председатель общественной организации «Аруа» Илья Гуния и глава администрации Гальского района Тимур Надарая. Затем в нашей программе репортаж с митинга, организованного «Аруа» на Театральной площади. После этого в эфир выйдет видеоотчет о внеочередном съезде партии Амцахара. К другим темам. Распоряжением премьер-министра Артура Миквайбе создана Государственная комиссия по организации похорон бывшего заместителя министра обороны и депутата 5-го созыва Народного собрания Республики Абхазия Заура Авицба. Председатель комиссии – заместитель министра обороны Абхазии генерал-майор армии Аслан Анкваб. В Крыму прошла вторая международная ассамблея молодых журналистов «Крым. Взгляд со стороны». Организаторы мероприятия Россотрудничество и медиаконгресс Содружества журналистов решили показать и рассказать журналистам, чем живет Крым сегодня после воссоединения с Россией. Около 70 журналистов представляли СМИ стран Евросоюза, России, СНГ и Абхазии. Нашу страну на форуме представляли 4 журналиста. Среди них и съемочная группа АГТРК. Репортаж Амры Амичба. Цель участников ассамблеи молодых журналистов из 17 стран – увидеть своими глазами, чем живет сегодня Крым, и по возможности описать увиденное в своих СМИ. Это, по признанию самих журналистов, удастся не всем, так как в западных странах политики преподносят искаженную информацию о ситуации в Республике Крым. За последние 1,5 года мы первые молдавские журналисты, которые ступили на крымскую землю. А вина в этом, может быть, даже не вина, а просто вот причина этому то, что Молдова на сегодняшний день прозападная страна, евроинтегрирующаяся страна. Одна из главных целей нашего участия в ассамблее – это самостоятельно, своими глазами увидеть, как оно на самом деле, что сейчас происходит в Крыму. Впечатления очень только положительные, позитивные. Правда, я опасаюсь, что после этого у нас в Молдове могут быть и проблемы, связанные вот с тем, что мы сюда приехали. Представители руководства Крыма, общественные деятели рассказывали зарубежным журналистам о новых реалиях полуострова. Я очень надеюсь, что ваш взгляд будет верным, точным, а самое главное, объективным. Константин Бахарев рассказал, что основным ресурсом для развития Республики Крым является федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию до 2020 года. Эта программа реализуется с 1 января нынешнего года и в суммарном объеме составляет 708 миллиардов рублей. Не испытываем, поверьте, вот уже тот объем средств, который сегодня реально осваивается во всех городах и районах Крыма, в том, что касается объектов социальной инфраструктуры, это дороги, это школы, это дошкольные учреждения, это объекты газификации, это водоводы и так далее. Это те объемы, которых мы не имели никогда за 23 года вхождения Крыма в состав Украины. Выступающие отмечали, что предпосылки для воссоединения Крыма с Россией складывались годами, и именно народ республики сделал свой выбор. При этом подчеркивалось, что у крымчан никогда не было проблем с гражданами Украины на бытовом уровне. Речь идет об отношениях с официальным Киевом. Зампредседателя Государственного совета Крыма, отвечая на вопросы журналистов из Абхазии, отметил, что у наших республик есть хорошие возможности для установления более тесных взаимоотношений и контактов. Я думаю, что этот потенциал большой. Почему? Потому что Абхазия, как и Крым, это туристический регион. Мы соседи, и уже даже эта географическая близость, она, я думаю, должна стимулировать тесные экономические связи между нашими регионами. Ну а взаимные визиты руководства Абхазии, руководства Республики Крым, я думаю, будут этому только способствовать. Организатор ассамблеи молодых журналистов, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян заметил, что главной целью форума является разрушение существующих мифов о Крыме. Мы приехали сюда услышать голос крымчан, обычных людей, которые 1,5 года тому назад приняли решение войти в состав России. Мы не приехали делать политическую историю, вот это очень важно. Мы не приехали поддерживать политиков или говорить о том, что эта страна лучше, другая плохо. Ни в коем случае. Мы приехали понять, почему произошел такой выбор, кто участники этого выбора, в связи с чем они так поступили. Нам надо понять голос простых крымчан. Участие абхазских журналистов на форуме стало площадкой и для популяризации собственной страны, считает корреспондент информагентства Абхазии «Информ» Валерия Цкуа. Когда ты общаешься с иностранными журналистами, интересно рассказать им о твоей стране. И что очень важно, что отрадно, то, что они слышали об Абхазии, они знают, что это за страна, и они знают, что это независимое государство. Правда, конечно, не все, тоже, к большому сожалению, но это такая площадка, на которой ты можешь не только узнать что-то новое,
но и пригласить людей к себе. Причем были те журналисты, которые говорили, что они хотят приехать в Абхазию, интересовались, как они могут это сделать. Я думаю, это один из шансов популяризации нашей страны за рубежом в том числе. Это хорошая возможность увидеть Крым своими глазами, и название форума, оно полностью оправдывает себя, поскольку сегодня, во время информационной войны, очень сложно получить правдивую информацию о том, что происходит в Крыму. Как живут обычные граждане Крыма после возвращения Крыма в состав России, после введенных санкций. И это очень хорошая возможность понять, как сейчас обстоит жизнь в Крыму, как люди живут, как Крым развивается. Для участников Ассамблеи молодых журналистов была организована поездка в город-герой Севастополь, где побывали в музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея. Здесь были оставлены без боеприпасов, продовольствия, воды, медицинской помощи и взяты в плен около 80 тысяч бойцов. Среди защитников Севастополя были и абхазы. В пантеоне высечены их имена. В рамках форума состоялось посещение дома-музея Антона Чехова в Ялте. О музее, истории его создания представителям зарубежных СМИ рассказала одна из старейших сотрудниц музея. Дом Антона Павловича Чехова в год посещали в советские годы 270 тысяч человек. Здесь, на территории сада, собственноручно писателем высажено 14 наименований растений. Хурма, груша, плакучая ива, кипарисы, кедр и даже береза, высаженная Чеховым в память о северной природе Родины, прижились в Ялте. Журналистам провели экскурсию по дому-музею писателя. Смотрители тщательно следят за садом и домом, который сохранил атмосферу чеховской эпохи. Ялта – красивый богемный город. Узенькие улочки поднимаются в гору и утопают в зелени. Туристы любуются старинными усадьбами и современными белоснежными высотками. Это целый мир, где все подчинено слиянию природы и архитектуры. Замок Ласточкино гнездо захочется посетить каждому, кто увидит его издали. Он расположен на самом краю скалы, величественно возвышаясь на фоне синего неба и не менее синего моря. В Крыму огромное количество достопримечательностей и красивых мест, а природа во много схожа с Абхазией. И так же, как страна души, Крым становится своим для каждого, кто здесь побывал. Амрамич, Бабислан Джинжолия, Ялта, Крым, Россия. Председатель Государственного комитета по молодежной политике Алиас Авицба принял у себя молодую и перспективную команду КВН национальной сборной Абхазии «Мои золотые». Он поздравил их с призовыми местами в Краснодарской лиге. О творческом пути молодой команды расскажет Сария Смар. Молодая, но перспективная команда КВН национальной сборной Абхазии «Мои золотые» дебютировала в 2013 году. С тех пор небольшая группа молодых ребят уверенно покоряет сердца зрителей и строгого жюри. Почему нас выгоняешь? Потому что кавказцы ходят толпой. И вообще, что вы хотели показать этим выходом? Мы хотели показать всю мощь и силу Черноморья! За спиной у команды уже несколько успешных игр. Например, первенство в Сочинской лиге. Заслуга в этом всей команды без исключения. Ведь ребята вместе пишут тексты и разрабатывают номера. Посмотрите на другие команды. Они привезли хорошее выступление. А мы что привезли? Лично я привез с собой кусочек абхазской земли. Не обязательно было вслух говорить, что ты в грязной обуви приехал. К играм в Центральной Краснодарской лиге команда готовилась усиленно. Ребята понимали, борьба за призовые места будет нешуточная. Они признаются, творческий процесс всегда занимает много сил и времени. Творческий процесс у нас был очень сложный. Мы готовились днями, ночами, не спали, не ели нормально. Перед игрой мы все были очень напряженные, нервничали, потому что представляем страну. Ну, на игру мы вышли все налегке. Как бы мы понимали, что когда ты выходишь в зал, тебя приветствуют, тебе уже становится намного легче. Из Краснодара ребята приехали не с пустыми руками. Привезли сразу 2 кубка за 2-е и 3-е место. Ребята молодцы, готовились, старались, выступали, как могли, представляли свою страну. И результат, вот как вы видите, у нас 2 кубка. К сожалению, это... Нам всем было обидно, это не первое место, не чемпионство, но, тем не менее, опять-таки повторюсь, что это тоже результат. С успехом КВНщиков поздравил председатель Государственного комитета по молодежной политике Алиас Авицба. Это не просто победа, это не только ваша победа, а я считаю, это победа всей Абхазии. Я видел, какие усилия вы приложили
чтобы дойти до финала. Финал дался нелегко, но тем не менее 2 вот этих почетных кубка, которые вы нам привезли, достойны, я считаю, и аплодисментов, и уважения. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. Впереди у них амбициозные планы. В их числе попасть в телевизионную лигу на Первом канале. Для этого команда работает, не покладая рук. Ребята уверены, что обязательно достигнут поставленной цели. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 63 копейки, евро 71 рубль 17 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. По Сухому переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь до встречи в эфире.